Коми открыли мотосезон «Тулус-2023». На парковке центрального стадиона после долгого зимнего перерыва собрались байкеры и спортсмены нашей республики. Более 120 мотоциклов. И это далеко не все любители техники. Алексей Корчма не смог пройти мимо. Для мотоциклистов открытие сезона – это долгожданная встреча старых друзей. Байкеры приезжают со всей республики. Из Воркуты вывозят технику на поезде. Конечно, как же без музыки в такой день? На сцене рок-группы из Коми исполняли каверы на песни «Короля и Шута» и собственные композиции. Вот в таком формате мы решили собраться со всеми друзьями, с мотоциклистами, пообщаться, как говорится, после долгой зимы повстречаться. Ну и своим действием хотим показать всей общественности, в частности автомобилистам, что будьте внимательны, мотоциклисты на дороге, смотрите в зеркала. Сезон у мотоциклистов длится всего несколько месяцев, с мая по сентябрь. Поэтому проводят байкеры его очень активно. Основное направление работы Мотосоюза Коми – это туризм по родной республике и за ее пределами. Для многих мотоциклы – это уже не просто развлечение, а образ жизни. С юности с братом каталась на мотоцикле, это из детства. Первый мотоцикл купила в 91 году, свой, в нашем автомагазине под названием «Минск». Мотоцикл. Осваивала его, начала с него путешествовать по районам, каталась, ездила на работу, то есть уже начала жить вместе с мотоциклом. Помимо байкеров на открытии сезона собрались спортсмены. Они принимают участие в соревнованиях по фигурному управлению мотоциклом. Самое главное тут скорость и правильность выполнения упражнений. Все фигуры взяты со стандартной сдачей экзаменов на водительское удостоверение категории А, то есть на мотоцикле. То есть все это стандартно. Это все, кто из мотоциклистов имеют права, они проходили это, когда получали водительское удостоверение. Президент Федерации отмечает, что у нас есть довольно сильные спортсмены в регионе. Они ездят по городам России, участвуют в соревнованиях по разным направлениям мотоциклетного спорта. Но в республике Коми пока, к сожалению, негде организовывать подобные масштабные турниры. Алексей Корчма, Мария Дымова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.